В апреле в столице Башкортостана стартует уже традиционная серия забегов «Уфимское ожерелье». В этом году она пройдет второй раз. Об этом поговорим в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Уфы. Егор Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, второй раз в этом году пройдет такое спортивное мероприятие, физкультурное мероприятие, наверное, лучше сказать, «Уфимское ожерелье». То есть в прошлом году это был дебют, и я так понимаю, что он пришелся по душе. По душе жителям города и гостям столицы. Да, как вы правильно сказали, второй сезон у нас будет городская ультра-уфимское ожерелье. И это физкультурное мероприятие, которое не на результат, мы не секунды меряем, мы заставляем людей доказать себе, что они могут преодолеть себя. То есть полный круг, который мы предлагаем пробежать, Уфимское ожерелье 63 километра. В 9 утра мы традиционно уже стартуем, и в районе 16-17 этого же дня мы встречаем ультрачей, тех людей, которые решили преодолеть весь круг ожерелья. Но в этом году, я так понимаю, что регламент поменялся забега, и он будет проходить в 3 этапа. Да, если мы прошлый год вспомним, у нас было 7 забегов, начиная с апреля по октябрь, и мы бежали по часовой стрелке Уфимского ожерелья, начиная с 0-го километра, а 0-й километр у нас находится в районе 40-й школы имени Максима Серафимова. Там мы на стадионе стартуем и предлагаем участникам преодолеть как весь круг 63 километра, так и короткий участок, часть ожерелья. Я об этом более подробно тоже расскажу. Те, которые еще не готовы преодолеть за раз 63 километра. В этом году у нас новшество. Мы делим на 3 этапа. Своего рода это у нас весна, лето, осень. И мы будем бежать в другую сторону. То есть, если раньше мы по часовой бежали, в этом году против часовой стрелки мы будем преодолевать Уфимское ожерелье. Где стартуете? Стартуем традиционно также с 0-го километра, 40-й школы, со стадиона. И первый этап у нас состоится 18 апреля уже. И мы от 0-го километра побежим до дома бегуна. Это набережная реки Белой. Расскажите, какие есть дистанции? Вот, может быть, есть профессионалы, которые готовы уже на 63 посягнуть, а вот кто-то только начинает. Да, вот здесь тоже у нас новинка. Если в прошлом году мы предлагали только короткий участок до 10 километров и всю ультру 63 километра, то в этом году у нас 3 дистанции. Это короткий участок от 8 до 13 километров мы предлагаем пробежать. Это половинка ультры, это уже 30-33 километра, в зависимости от того места, где мы будем стартовать. И полная ультра – это 63 километра. И, конечно же, у нас традиционная медаль, я ее покажу. Она уникальная, с порядковым номером. И в прошлом году у нас эту медаль получило 75 человек. 75 покорителей ультры у нас на сегодняшний день. И в апреле месяце те, кто решат преодолеть 63 километра, соответственно, они получат такую же медаль, и сзади у него будет порядковый номер уже покорителя, то есть 76, 77. И мы такую статистику будем вести постоянно все годы. Ну и, насколько я знаю, в прошлом году есть люди, которые покорили все 7 этапов. Один из них – это Ильнур Фатхулин. Но был еще и такой вот опытный спортсмен, да, как мы говорим, самый Альберт Клявлин. Да, совершенно верно. То есть, ну, во-первых, скажу, что допускаем мы спортсменов в возрасте 18 лет и старше, имеющие медицинский допуск врача, потому что дистанция у нас большая. Соответственно, Ильнур Фатхулин – это тот уникальный человек, который все 7 этапов был с нами вместе на протяжении того сезона. И все 7 раз он покорял Уфимскую ультру, то есть 7 раз по 63 километра. И, конечно же, самый возрастной, 68 лет, Альберт Клявлин, да, он тоже был с нами, и он также смог преодолеть эту дистанцию. То есть это говорит о том, что возраст не помеха, мы приглашаем абсолютно всех принять участие. Ну, 18 лет, если вам есть, то можете присоединиться. Егор Валерьевич, ну и одно из преимуществ Уфимского ожерелья, что город в это время не парализует. Да, это многим нравится, особенно тем, которые куда-то едут в этот день, торопятся, без перекрытия движений. То есть мы бежим по пешеходным велодорожкам нашего Уфимского ожерелья, улицам города. Соответственно, мы на светофорах останавливаемся.
Но это, как вы понимаете, ограничивает количество участников. И поэтому мы ограничиваем порядка 150 до 200 человек, не больше. Мы предлагаем вот эту дистанцию принять участие для того, чтобы это было безопасно. И, конечно же, на протяжении всего маршрута, как на короткий, так и на длинный, нас сопровождают пейсмейкеры, те люди, которые знают маршрут, которые ведут всех спортсменов определенным темпом, а темп у нас комфортный, не на результат, порядка 6-6-30 минутный километр. То есть такой достаточно любительский, спокойный бег. Есть возможность преодолеть какую-то часть этапа, может быть, специальные есть забеги на велосипедах? В рамках событий нашей городской ультра мы, конечно же, для того, чтобы, то есть стартовая у нас поляна, когда люди убегают, также работала, мы проводим параллельно и другие старты, в том числе и соревнования на велосипедах, на маунтинбайке, и то есть мы такие дистанции тоже будем предлагать, и я прошу жителей нашего города, те, которые на велосипедах больше любят ездить, конечно, следите за нашими анонсами, и мы также предлагаем. И также соревнования будут параллельно проходить и по спортивному ориентированию, то есть та лесополоса, где будет старт, а также будет и занята ориентировщиками. Какие еще спортивные мероприятия приближаются и будут запланированы на ближайшее время? Если апрель месяц берем, то у нас уже традиционное событие – это открытие водного сезона, водного туризма. Это 26 апреля у нас традиционное весеннее ралли. И уже не первый год мы будем стартовать от набережной реки Уфы, это Сипайлово, и идти по реке Уфимки и Белой до монумента Дружбе, набережной реки Белой. Очень красивый пейзаж, красивый маршрут. Почему мы на нем и остановились? Потому что ранее мы разные участки выбирали. Поэтому 26 апреля любители водного туризма могут принять участие. Здесь у нас уже, как и просто знакомство, скажем, с местностью, так и результаты имеются, потому что классы у нас есть и байдарки, и каноэ, и рафты, и просто открытые классы, где все могут принять участие. Поэтому тут как соревновательный момент, так и просто элемент отдыха присутствует. То есть здесь тоже могут присоединиться желающие, любители, непрофессиональные спортсмены? Совершенно верно. Мы всех приглашаем открыть сезон 26 апреля на набережной реки Уфы. Где-то нужно зарегистрироваться как вот на Уфимское ожерелье, так и на весеннее ралли? Ну, на самом деле можно прийти день в день с рафтом, соответственно, пройти инструктаж и принять участие в этом мероприятии. Ну и обязательно при себе иметь справку, я так понимаю. Справка, да. То есть плюс у нас допускаются дети с родителями 12 лет и старше на это мероприятие. Егор Валерьевич, а расскажите, что у нас предстоят еще такие массовые мероприятия, в том числе традиционная легкоатлетическая эстафета, которая в начале мая, посвященная Дню Победы. В этом году как она пройдет? Да, традиционная, 77-я, я отмечу по счету, у нас посвященная 81-й годовщине Великой Победы. Тоже уже по традиции мы даем старт в районе Парка Победы, перекрываем улицы, которые рядом проходят к Парку Победы. И здесь мы предлагаем участникам как эстафету, так и забег мира. Эстафеты, в которой могут принять участие образовательные учреждения, вузы, СУЗы, предприятия, организации. Мы разделяем вот на такие группы. И традиционно у нас забег мира, где каждый желающий может преодолеть полный круг эстафеты, а это порядка 3 километров. И тоже как и получить просто удовольствие со всеми пробежать, так и выиграть одну из медалей, потому что по возрастным группам мы тоже делим. Еще, может быть, будут такие мероприятия, как День 1000 велосипедистов, полумарафон, марафоны. Совершенно верно, да. 1000 велосипедистов у нас уже в конце мая пройдет, немножко в новом формате. У нас будет 2 дня. Первый день суббота фестивальный, он пройдет на площади Ленина. И уже велопарад традиционный 31 мая, это по проспекту Октября, мы поедем в район Конгресс-холла уже традиционно большой группой велосипедистов. И надеемся, что в этом году мы так же, как и в прошлые годы, будем побивать рекорды по посещаемости наших жителей и гостей столицы. Но здесь уже, наверное, медицинская справка не нужна. Здесь нет. Здесь понятно, что мы на всех мероприятиях, конечно, привлекаем нашу скорую медицинскую помощь, и нас всегда сопровождает, как на городской ультра, так и на 1000 велосипедистов. У нас, конечно же, безопасность это превыше всего, но на 1000 велосипедистов, да, мы это
массовые мероприятия, которые не требуют, скажем, высоких скоростей и результатов, и поэтому мы едем спокойно. Итак, мы призываем жителей республики не оставаться в стороне от таких красочных массовых спортивных мероприятий, присоединиться либо к велозабегу, либо просто к марафону. Даже есть весеннее ралли, где тоже можно увидеть Уфу с необычной стороны. Но одно из главных мероприятий — это, конечно, Уфимское ожерелье. Причем, я так понимаю, что у вас есть уникальные медали, да? Да, совершенно верно. В этом году, да, хотелось поделиться и как выглядит медаль. Она состоит из 3 частей в виде пазла. Соответственно, тот участник, который будет с нами вместе 3 этапа, сможет собрать из одной отдельной медали в виде пазла. Она тоже окончательная, да, и на ней также написано «Уфимское ожерелье». Но если вы соберете 3, вы соберете одну большую круглую медаль, которая будет на подложке с магнитом, и она, я думаю, достойное место в вашей коллекции медальной займет дома. Поэтому зарегистрироваться, хочу отметить, можно на сайте Батыр Спорт. Платформа Russia Running, то есть уже регистрация идет, вы можете заявиться и даже на все 3 этапа и уже планировать свои отпуска и просто выходные дни. Егор Валерьевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о спортивных мероприятиях, мотивировали и меня, и наших телезрителей для того, чтобы к ним присоединиться. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа интервью. На наши вопросы ответил Егор Сорокин. Это начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Уфы. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.